Хочешь верить — верь подпольно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему в Таджикистане появляются подпольные исламские школы и к чему это приводит. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане милиция задержала владельца нелегальной исламской школы медресе. Он преподавал несовершеннолетним у себя дома каноны ислама. Частное религиозное образование в стране запрещено, но нет и государственных школ. Почему жители страны лишены возможности дать своим детям религиозное образование и к чему это приводит? МВД Таджикистана объявило о задержании жителя Вагдадского района Абдухалима Ашурова, который якобы незаконно открыл у себя на дому исламскую школу. Мужчину задержали прямо во время занятий. По словам правоохранителей, Ашуров, не имея религиозного образования, преподавал детям местных жителей каноны ислама. Сам мужчина заявляет, что учился у местных священнослужителей. Вы получали образование в каком-то исламском институте? Нет, я учился у местного муллы. Основной акцент сделан не только на отсутствие образования у Ашурова, но и на то, что учил он из корыстных целей, то есть за деньги. При этом мужчина не обеспечил детям надлежащих условий, как в обычной школе. Частные медресе в Таджикистане запрещены, но нередко местные священнослужители по просьбе родителей преподают детям каноны ислама. При этом в стране нет и государственных медресе. Последняя исламская школа закрылась в 2016 году. Тогда власти мотивировали закрытие религиозных учебных заведений необходимостью предотвратить вступление молодых людей в ряды экстремистских группировок. Хотелось бы, чтобы мой сын учился в медресе. Я бы сам пошел учиться. При этом более 90% жителей Таджикистана исповедуют ислам. И неудивительно, что есть те, кто хотел бы в дополнение к светскому образованию дать своим детям и религиозное. А как вы относитесь к такому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Медресе нужны, если там будут преподавать ислам и давать религиозное воспитание. Главное, чтобы там не было никаких террористических и экстремистских толкований и идей. По словам политолога Абдумалика Кадырова, появление подпольных медресе – закономерный итог политики государства в отношении религиозного образования. Спрос на изучение ислама крайне высок, считает он. И таких нелегальных школ, как закрытые правоохранителями, на самом деле очень много. Власти сами отказались от контроля за получением таджикистанцами знаний о религии, и это уже привело к печальным последствиям, отмечает Кадыров, в том числе и к тому, что жители страны поступают в непроверенные религиозные учебные заведения за рубежом. Если вспомнить 2014-2015 годы нашей истории, то очень много уезжали в Сирию и Ирак воевать за ислам и халифат, рассуждает политолог. Почему это происходило? Потому что у них не было понятия, что такое плохо и что такое хорошо с точки зрения шариата, и они подпали под влияние пропагандистов халифата. То есть, чего опасалось государство и из-за чего закрыло школы, на то оно, по сути, и подтолкнуло местных жителей. В Комитете по делам религии страны не видят необходимости в открытии медресе. По словам чиновникам, такой потребности у населения нет. В Таджикистане есть один исламский институт, где можно получить религиозное образование, и этого вполне достаточно, уверяют чиновники. А вы как считаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Я так думаю, что если не будут ничему плохому учить и не будет вреда государству, пусть откроют медресе. Конечно, нужны медресе, чтобы наши дети знали наше течение ислама. У нас на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.